Ячмень, рапс, овес, горчица. Таким разнообразием выращиваемых культур может похвастаться не каждое хозяйство. Общая площадь пахотных земель в ГУПе Нестеровская составляет 2247 гектаров. Его руководитель Муса Костоев рассказал Махмуду Али Калиматову о том, как устроен рабочий процесс. Глава республики поинтересовался, справляются ли работники, хватает ли им техники и оборудования. Махмуд Али Калиматов в разговоре с министром сельского хозяйства и продовольствия региона Магомедом Гагиевым и замминистра Илезом Келиговым подчеркнул, что важно поддерживать работников сельскохозяйственной отрасли, поскольку они делают важное дело. Это озимы. Да, сколько центнеров с гектара берешь? До 2 центнеров. Сколько в целом взял ты тонн? Это где-то 67 тонн. 57 тонн. У Пускала, Нестеровский у нас только до 500 гектаров земли. А в основном у нас Троицка. А Троицком там? Конезавод был раньше, помните? Да. Ну, и там, да. И там теперь там пшеницу, да? Овес, там мы отсеялись. Ячмень, пшеницу. Там мы отсеялись, добили мянушку. По плану то, что у нас было 400. И где-то сегодня к вечеру будет перешен на Болгон где-то 150 гектаров. Примерно открытые. И селки, 2 селки здесь, 2 там. Одновременно, да, у нас идет работа. Где погода уже отсеять. Ну, пока погода есть, надо отсеивать. Вы трудитесь, вы сеете, урожай снимаете. Мы должны поддерживать работников сельского хозяйства. Мы уже 3-й год, да, урожай собираем. Собираем его за 200 тысяч тонн, да, зерновых. Это уже для нас это великолепно. Мы сегодня к сельскому хозяйству относимся очень внимательно. Какая-то помощь вот от Минсельхоза, там части помощи, семена, там, удобрений. Это же удобрение помогает? Ладно, у нас с Минсельхоза удобрение только привезли Минсельхоз. Субсидии шанс. В складе не было такого, чтобы у меня в складе стояла химия на следующий год. То есть оно есть, реально работает. Стороны обсудили также элитные семена. Магомед Гагиев подчеркнул, что ежегодно республике оказывается большая поддержка в виде выделяемой стимулирующей субсидии размером 500 миллионов рублей от Министерства сельского хозяйства России. Эти деньги направляются на различные нужды, в том числе на комплексное развитие хозяйств, благодаря чему увеличивается производство продукции. Я не знал, что горчица у нас здесь бывает. Честно вам скажу. А слушай, а ее же можно потолочь штупи-то? Да, вот. И просто самим сделать. Запад, что и делает нам. Да? Ближе к зиме. Горчица это же вообще очень ценная. Из рапса у нас ничего не осталось, кроме этих 3 мешков. Даи Нива. 400 гектаров рапса и Нива. Слушай, интересно прям. Масло делалось. Рапсовое масло. Ну, опять мы с Воронежем. У нас контракт. Куда отдаете, да? Воронеж, Ростов брал, Ставрополь в прошлом году. Да, Алберт Галчон. У тебя разновидность, видишь, у него и горчица, у него и рапс, у него овес, ячмень и зерно, да? А зерно ел? Зерно и пшеница. Мало, да? Нет? Картофель? Картофель у нас 1100 гектаров. Соседям продаем. Кому соседям? Дагестан. С Дагестана. Покупают? За сколько? Ну, сейчас такая 16-18, столя по 16 рублям продают. А так надо... Горжусь, потому что молодцы, Баркаловчо. Потому что я помню же 75-85 квартал. Глава республики также посетил одно из ведущих крестьянско-фермерских хозяйств региона Хашагульгов. Как ранее указывал руководитель Амирхан Хашагульгов, под картофель отведено 100 гектаров. Сажаются клубни только элитных сортов – Red Scarlet, Колумб и Аризона, которые хорошо адаптированы под климатические условия Ингушетии. В нынешнем году был посажен картофель 6 сортов. Урожайность составляет 40 центнеров с гектара. Было подчеркнуто, что торговые точки крестьянско-фермерского хозяйства находятся также в Дагестане и Ставропольском крае. Пожалуйста, как оно много можем сделать. Вот урожай же не был, понимаете, а сейчас уже ищер Минсельхоз. Ну, понимаешь, ну так нельзя же было 70-80 рублей кило картофеля.
Проблем нет у тебя продажи? Ну, да, Ханс was praying на Таиле, вот, Халдех Палах спорт, да, Видите? заморозка, духа, сидях Правильно. То есть проблем нет с бытом. Кабуц халили. Да, как будто ханис суах. Ну, лили халили. Ханя хоя, кабуц ачон. Морковки ачон. 40-45 лет. Это хорошо? 450 центнеров. Выше, халаха, Есть московские регионы, где постоянно влага до 600. По СКФО, по ЮФО это самый лучший вариант. Самый лучший. Да. Подводя итог выезда, Махмуд Али Калиматов напомнил, что при возникновении трудностей региональные Минсельхозы и правительство готовы оказывать поддержку, в том числе по части семян и удобрений. Хава Султыгова, Хусен Гагиев, Юсуп Ханиев, Рахман Цуров. Новости 24.